Ярослав, первый вопрос стандартный. Впечатление от матча сегодняшнего? Jaké máš pocity z dnešného zápasu? Tak budem po slovensku alebo po anglicky? Po slovensky. No tak z dnešného zápasu mám dobrý pocit, lebo sme vyhrali, tak myslím, že ten zápas nebol až taký nejaký pekný hokejový a myslím, že možno, že divákom sa moc nepáčil, ale pre nás je dôležité, že máme 3 body a že sa zase posúvame v tabulke o niečo vyššie. Естественно, впечатление у меня хорошее от матча, так как мы выиграли, но хочу сказать, что хоккей был недостаточно красив, может быть, даже не интересен для болельщиков, но для нас самое главное, что мы все-таки отвозим 3 очка. Мирослав, ключевой момент матча – это второй период, когда играли сначала 5-3, затем 5-4 и все-таки забросили победную шайбу. Разумеешь? Rozumiem. Tak tá presilovka 5-3 určite sme chceli v tej presilovke dať gól a vlastne ten zápas nejak tak nakloniť na našu stranu, ale mali sme tam aj trochu smoly, aj sme to možno nezohrali úplne najlepšie, takže domáci tú presilovku našu ubránili a našťastie potom padol tam ten gól od Libora a my sme získali trochu pohody a mohli sme ten zápas vlastne dohrávať a mať ho pod kontrolou. Естественно, что очень жаль, мы не использовали большинство 5-3 так, как надо было. Было много... Нам не сопутствовала удача в тот момент. Потом нам удалось немножечко перевесить чашу весов в нашу пользу. Естественно, когда команда хозяев играла в большинстве, мы пытались как могли обороняться, защищаться, и решающим моментом, естественно, был гол Либора Гудачка. И я считаю, что уже потом до конца мы удерживали победный счет. Сегодня было довольно трудно пробить наверняка вратаря автомобилиста Криса Холта. Достаточно неплохо сегодня отыграл. Вы считаете? Tak on je veľmi dobrý brankár, myslím, že som proti nemu hral asi aj v NHL nejaké zápasy, sa mi zdá, takže vedeli sme, že máme proti sebe výzvu a že nebude ľahké dávať góly dneska a naozaj tam bolo veľa šancí, len myslím si, že čo sme mohli dneska robiť lepšie, mať nejakých hráčov pred brankárom, aby toľko tých strán nevidel, lebo veľakrát sme mu to uľahčili tým, že sme nemali hráčov pred bránou a veľa strel videl, takže tú robotu alebo tie zásahy boli pre neho jednoduchšie. Естественно, я считаю, что Крис Холт очень хороший вратарь. Мне кажется, что я несколько матчей играл против него в НХЛ. Ошибка могло быть то, что ребята наши не стояли, не мешали Крису в обзоре. Много ударов в створ ворот он действительно видел. И также хочу отметить, что мы подготавливались к тому, что Крис будет считать как вызовом для себя нашу команду и будет хорошо стоять в воротах. Ярослав, и последний вопрос по разбитому стеклу. Часто приходилось такое видеть на льду? Разбитое скло уже, si už často videl takéto niečo? No tak videl som to niekoľkokrát, môžem povedať, tak možno 5-6 krát sa to stalo počas mojej kariéry aj v NHL a tam sú na také situácie pripravení, vedia to rýchlo vymeniť. Naopak, videl som to raz aj v Slovenskej extralíge, tam to trvalo skoro 20 minút, kým to vymenili, takže niekedy sa to stane. Myslím si, že pre nás to bol celkom dobrý moment, lebo v tej chvíli domáce mužstvo hralo niekoľko presiloviek po sebe a nám to pomohlo sa naspäť ukludniť a dostať sa naspäť do tej kontroly toho zápasu. Я несколько раз уже сталкивался с такой ситуацией, думаю, раз 5-6, и как в НХЛ, так и дома в Словакии, в словацкой экстралиге. Парадоксом было то, что в Словакии меняли и около 20 минут это стекло. В Америке вы всегда были к этим моментам готовы. Может быть, это разбитое стекло нам немного помогло тем, что хозяева перед этим играли несколько раз в большинстве. Нам помогло это успокоиться, набрать немножечко сил. Спасибо, Марс. Спасибо.